Знаем мы прекрасно, насколько сильны японцы вот в этих весах, наилегчайшие, а может быть даже и в весе соломинки у мужчин, который только в Азии в последнее время встречается. Титульная разборка, друзья, погнали. И оба в стойке левши, кстати, очень интересно. 5 раундов, у нас по 5 минут. Поэтому торопиться смысла нет. Хотя прошлый титульник в этом карде у нас до решения не дошел, как вы помните. Да и Комейн у нас с участием Жалгаса до решения не дошел. И вообще в целом сегодня всего пару решений было в 15 боях этого карда. Неплохо японец начинает, хотя вроде бы пытался давлеть Ерингаипов, но пока джебы в исполнении японского бойца дают о себе знать. Ну и Диас тоже постреливает. С передней руки этот попал. Калфкиком пытался Фукуда высечь ногу. Пошел, да, с парой обманочек, скажем так. Ерингаипов влетает в ноги. Перехватывает и пытается перевести. Есть, смотрите, урвал и швырнул с разбега. Классная такая последовательность действий от Ерингаипова. Левый оверхенд забросил, затем сблизился, перевел бросочек. И вот сейчас контроль есть. Контроль пока уверенный. Даже пытается позицию улучшить и улучшает ее. Закидывает ноги японец. Да, казалось, что это опасно, но на самом деле Ерингаипов тоже был к этому готов. Фукуда со спины. Пытался до этого выбраться. Сейчас отключил ногу, руку точнее, ногами. И пытается припугнуть сейчас треугольником. Накидывает на голову. Ну, посмотрим, насколько плотно. Как там замок. Жестко выглядит довольно, но выпутывается. Ерингаипов почти вылез. Замок на самом деле не очень плотный. Ерингаипов сейчас может выбраться. Нужно чуть-чуть поднатужиться ему. Да, удается это сделать. На самом деле был очень близок японец к тому, чтобы закрыть вот этот замок, но чуть-чуть не до конца он его закрыл. Со спины опасен, как видите. Фукуда, лучше с ним не расслабляться. Однако в сайд-контроле Ерингаипов. Сейчас все под его диктовку уже проходит. Так, ситуация, да, гораздо более спокойная для Диаса. Ничто ему не угрожает здесь. Вот после таких моментов всегда тот боец, который вырывается из приема, он начинает работать гораздо более агрессивно. И вот мы видим сейчас в исполнении Ерингаипова тоже попытки что-то предпринять. Очень неприятно давлел на лицо оппонента плечом, левым плечом. Максимально комфортно себя чувствует сейчас в этой позиции в сайд-контроле Диас Ерингаипов. Да, не торопится никуда, не улучшает позицию, не пытается выйти в маунт. Пока чистый контроль от Ерингаипова. Без ударов, без атак, но не может Фукуда ничего с ним поделать. Вынужден терпеть, вынужден пережидать. Коленями пытался поработать, сейчас Ерингаипов ставит колено на живот. Пока все под его диктовку, и, судя по всему, отсюда хотел даже выбраться в маунт. Диас пока не вышло. Даже вернул себе гард Фукуда. Вот сейчас снова хафгард. Быстро у нас меняются позиции из одной в другую. Подсказывают сейчас из красного угла, что нужно зафиксировать эту позицию и при этом не отпускать ногу соперника. Собственно, Ерингаипов сейчас этим и занят. Правая нога японца блокирована. Сейчас удивительная ситуация. Просто по правую руку от меня стоит мальчик, наверное, лет 8-9 и подсказывает Ерингаипову. Пока в одностороннем порядке, конечно, все происходит. Чуть больше минуты до конца первого раунда. И японец как только остался на настиле, так и не смог подняться. Более того, не смог подняться до этой секунды. Вынужден я прерваться. Ну что ж, Фукуда действительно вскочил, раскинул ноги, но пытается Ерингаипов вернуть его. Действительно сбрасывает. Пытается забрать спину отсюда. Диас. Ну, буквально положил под себя и снова в сайд-контроле. Пытается с помощью сетки сейчас Фукуда что-нибудь придумать. Но раунд сложный для него, поскольку Ерингаипов весь раунд его здесь сумел удержать практически. Да, были неплохие джебы у японцев в начале этого раунда, а затем вот этот выход на треугольник, который казался со стороны очень плотным. И посмотрите, как заканчивает первый раунд Ерингаипов. Включился,
прекрасно понимает, что через 15 секунд будет перерыв, и минуту он сможет отдохнуть. Очень хорошо поработал Ирингейпов, да. Был локоть в голову хороший. После этого череда ударов в корпус коленями. На голову сейчас переводится левой свободной рукой, накидывает периодически. Хотел еще разочек Диас оценок. Каждый может сделать свои выводы, но тут действительно не нужно сильно погружаться. Мы переходим ко второму раунду из 5. Ну вот что действительно продемонстрировал японец, это то, что он может быть опасен на протяжении всех 25 минут. То есть бывают моменты, когда, например, отпускает вожжи Ирингейпов, и тогда японец этим обязательно воспользуется. Так что тут расслабляться нельзя ни на секунду. Очень непростой оппонент. Ох, попадает. Попадает Диас, да, хорошо. С левой руки над рукой своего соперника. Левая классно работает у Диаса. Сейчас и один промазал, и другой. Очень такой интересный момент. Диас смещался в бок. Удачно ушел с линии атаки. Но цепануть сам не смог. Работает джебом сейчас Фукуда. Да, вот те самые джебы, о которых мы говорили в самом начале первого раунда еще. Они вернулись в начале второго. И снова передняя рука в действии в исполнении Фукуды. Ну, не может так расслабленно действовать Фукуда здесь, поскольку его до этого целый раунд держали. Естественно, сейчас Фукуда на подкорке ожидает тейкдаун. Сейчас жестко так получилось. Вы видели, что произошло на сближении. Но зато показывает всем своим видом Фукуда, что этот удар его не потряс. Да, он прилетел, но японец в полном порядке. Во всяком случае, он хочет, чтобы мы так думали. Заряжает Ирингейпов с ноги. Джебы. По-прежнему летят. Вот левый оверхенд. Практически уже фирменный для Ирингейпова. Чуть-чуть не достиг цели. Вот только расслабился Фукуда, начал поактивнее набрасывать. Тут же Ирингейпов ныряет в нижний ярус. Очень ловко залетел в ноги, перевел. И тем более проблема для Фукуды, что они далеко от сетки. Они прямо в центре клетки нашего турнира. Есть у нас уже опыт просмотра, что бывает, когда Ирингейпов переводит. В первом раунде он практически уже не дал ничего японцу сделать. Да, был тот самый треугольник, но это скорее минутная, а может быть даже секундная слабость в исполнении Диаса. Обходит гард в хавгарде сейчас Диас. В борьбе чувствуется большая разница в навыках. Закрыл гард Фукуда. Начинает работать потихонечку Диас ударами. Да. Голова-корпус переводит, набрасывает аккуратные, не особо напрягающие удары, но при этом потихонечку зарабатывает очки свои. Ирингейпов. Локоть попытался сейчас донести. С точки зрения навыков именно бразильского джиу-джитсу, японец-то очень неплох. Но вот борьба хромает. Это, кстати, удивительно, потому что вот эти грэпплерские, борцовские дисциплины в Японии развиты на очень хорошем уровне. Ну, не дает ему воспользоваться своими навыками Диас. И поэтому под гулки такой, надо сказать, вопль на трибунах, когда люди начали скандировать Диас. Он продолжает методично обрабатывать своего соперника. Вроде встал, перезагрузился, что называется. Да, снова залетел, откинул гард, спокойно уселся сверху, прилег в сайд-контроле на своем сопернике. Опять его напрягает. Да, время летит неумолимо, между прочим. У нас полные 8 минут уже позади. И, честно говоря, спокойствие и уверенность. Вот этими двумя словами я бы охарактеризовал то, что происходит здесь в клетке. И, конечно, это прежде всего относится к тому, как действует Ирингейпов. Он действительно хорош. Ну, нашел компонент, в котором он действительно имеет очень большое преимущество над соперником. Поэтому в чемпионском бою Диас сейчас пока очень хорошо, уверенно лидирует второй раунд подряд. Ставит периодически предплечье, да, на горло соперника. Обходит сейчас маунт, хотел сесть, но вот в эту секунду Фукуда ускорился, начал мельтешить, начал работать активно ногами, чтобы вернуть себе капельку позицию. Но не дал сесть маунт, действительно. Отыгрался, да, хавгарда. Интересная, конечно, судьба этого пояса, потому что Ирингейпов завоевал его, когда он был вакантным, а все из-за того, что его партнер по команде, экс-чемпион Алиби Идрис, отказался ради друга от этого чемпионского атрибута.
Ну, первая защита Ерингаипова. Мы видим, как она проходит полминуты до конца второго раунда. И японец, я не скажу, что он выживает, но ему в борьбе очень сложно. То есть даже не было намека во втором раунде, после того, как он был переведен, не было намеков для того, чтобы подняться. До этого был большой взрыв от Ерингаипова, поработал ударами. Опять по голове соперника. И вот сейчас, в принципе, 10 секунд буквально остается до конца второго раунда. Сомнений, что Ерингаипов ведет 2-0, наверное, нет ни у кого в этом зале. И снова включается под конец раунда Ерингаипов. Мне так, во всяком случае, показалось. Начал накидывать удары, но затем просто прилег сверху, понимая, что, может быть, смысла в этом вообще никакого нет. Забирает бой. Пока без лишних рисков, без особых проблем. Лидирует именно Ерингаипов. Третий раунд начался из 5. Пока бой складывается так, что мы, в принципе, не должны быть готовы к тому, что здесь вероятно решение судей. Но посмотрим. В поздних раундах, может быть, будет какое-то обострение. Когда уже люди поймут, что бойцы поймут, что можно не экономить силы. Сейчас японцы подгоняют вперед из угла, но вот сложно представить, на что он может рассчитывать, да, вот в чем он может прибавить. Пока у него на самом деле работают только джебы. И размашистый удар зашел до этого. Агрессии в исполнении японца точно нужно ждать больше, потому что, ну, отступать некуда. Центр клетки, на самом деле, Фукуда забирает. Даже пытается теснить Ерингаипова туда, ближе к сетке, для того, чтобы его там прижать, возможно. Да, но не наносит удары Фукуда, и вот только пропускает. Второй раз подряд левая такая размашистая залетает у Диаса. В начале раунда уже было, сейчас еще раз повторилось. Сейчас снова встречает жестко Диас. Уже правая на этот сей раз. Да, мы привыкли, что много левой попадает Ерингаипов, но вот сейчас и правая тоже заработала. И то, что он достаточно близко к сетке сейчас вот маневрирует, это совершенно ему не мешает. Он взрывается, и тут же японца отгоняет вот этими несколькими действиями. Решил Диас напомнить сопернику, что не только борьбы стоит от него опасаться. Может он и в стойке. Тяжело будет для Фукуды. Рассчитывал он отыграться на ногах. Ну, пока не попадает особо Фукуда в этом раунде. Да, как будто находится в определенном тупике японец, и совершенно непонятно, как из него выбираться. И попадает слева сейчас Ерингаипов. И тут же несколько шагов назад сделал. И лезет, да, через левую руку снова лезет в борьбу. Не в первый раз какой-то вот такой. Что-то вроде оверхенда обманного залетает, который не достигает цели, поскольку основная задача его отвлечь соперника, чтобы пойти в борьбу, что Диас и делает. Но сразу перевод здесь не удался. Присматривает Ерингаипов варианты для того, чтобы все-таки довершить тейкдаун. Пока Фукуда прихватил одну из его рук. Пытается поработать даже плечом отсюда Фукуда, но не хватает амплитуды и мощи. Вырваться хочет японец. Пытается он сбежать из этого клинча, который не в его пользу, потому что его сейчас просто вжимают в сетку. Ну, тут же сейчас Ерингаипов перешел к ногам и коварно так заставил Фукуду отдать спину даже. Да, перехитрил он просто японца, пытался сбежать Фукуда, но не удалось. И в итоге за спиной сейчас у него Ерингаипов. Да, несмотря на то, что даже удержать на земле не удалось, все равно Ерингаипов имеет преимущество. Да и тем более еще не вечер. Вполне возможно, что и сейчас он переведет. Шикарно. Ерингаипов поднимает в воздух соперника, амплитудно швыряет его. Фукуда быстро пытается подняться обратно. 2 минуты до конца третьего раунда. Больше половины поединка мы уже с вами отсмотрели, пока Диас на коне. Даже повезло Фукуде, потому что бросал его буквально лбом в настил Ерингаипов, но успел японец выставить руки. Разворачивается потихонечку Фукуда. Пытается оторвать Ерингаипова, который не планирует его отпускать. Растянул, усадил на пятую точку все-таки своего соперника Диас. Удрать не получилось из объятий Ерингаипова. При этом Фукуда вроде как в порядке. Да? Не дышит, не переживает, вроде сидит спокойно. Просто ничего не получается. Это главная проблема японца. Ни в стойке не получается отыграться. Ну, ни с борьбой совладать пока не выходит. Колено в корпус от Ерингаипова. Вообще очень много разных вариантов перевода мы сегодня от Диаса увидели. Очень интересно за этим смотреть. Это и амплитудный бросок, это и подсечка.
и в центре клетки, и у сетки. Так что на все способен Ерингаипов, но Фукуда не способен эти тейкдауны останавливать. — 30 секунд до конца третьего раунда, и который вот... Ух ты! Что творит Ерингаипов? Перевернул, швырнул, сделал шоу для тех, кто здесь на трибунах. Люди тут же перешли к аплодисментам, люди довольны. Вот вполне возможно, таким броском он такую своеобразную отсылку сделал к тем временам, когда он дрался в прилимах здесь, на астанинских аренах. Сегодня, еще раз, турнир он возглавляет. И это, конечно, невероятный скачок. 30-27 лидирует Диас. Все 3 раунда пока за ним. Пользу. Мы не вправе его с таким счетом, с такой картинкой подгонять. Вот важный вопрос, будет ли форсировать сейчас Ерингаипов. Прекрасно мы понимаем, что он ведет 3-0, но мы видели, что сила у него есть. Преимущество над японцем он имеет практически в каждом аспекте. И зрители очень бы хотели финиша. Я думаю, что и сам Диас очень бы хотел порадовать их именно досрочным завершением боя. Ну а японец продолжает полагаться на свою переднюю руку. А вот сейчас и заднюю подключил. Это, кстати, очень редкий момент для него. Попытался сейчас Фукуда опять подловить левым прямым. Ну, сейчас левая зашла, кстати. Фукуда выдвинулся, чтобы поработать первым номером. Апперкотом не достал сейчас. А вот сейчас пропустил Фукуда. Заигрался. О, попадает левым оверхендом Ерингаипов. И, мне кажется, уже как минимум 3-й тейкдаун именно с помощью левого оверхенда в этом поединке оформляет Диас Ерингаипов. Очень хорошо. Такое ощущение даже, что в предыдущем раунде и в этом он давал японцу поработать сознательно, чтобы излишняя агрессия, вот эта, которая исходит от Фукуды, она пошла Диасу на пользу. В любом случае, каждый раз придумывает Диас, как заставить врасплох соперника, как перевести, как поддержать. Пытается встать Фукуда уже на коленях. Диас вцепился, хотя поднялся Фукуда. Но уже так можно предположить, что без тейкдауна не обойдется, поскольку каждый раз Ерингаипов доводил все-таки начатое до конца из разных позиций, под разными соусами, под разными углами, под разными предлогами. Мы помним, что в предыдущем раунде тоже клинча было достаточно много, но после этого Диас разобрался как надо. Сначала перевел один раз, затем другой, и японец тоже уже практически не поднимался. А даже если и поднимался, то сделать ничего не успевал. Наверняка сейчас работает Диас над тем, чтобы соперника перевести. Может быть, не в краткосрочной перспективе, но как минимум в среднесрочной. Не торопится он, да, с этим. Аккуратно накидывает. Вот интересно, сейчас рука появилась рядом с ногой Накамуры. Со смартфоном снимают для социальных сетей. Было ощущение, что это Накамура достал. Фукуда, естественно. Накамура его одноклубник. Фукуда, естественно, достал как будто бы телефон. Забавный момент. Ну вот после минутки в контроле, в клинче, под диктовку Ерингаипова, все-таки они вышли, чтобы поработать в стойке, в центр клетки. Фукуда пытается пойти первым номером на соперника. Хочет обострять, но, естественно, переживает о переводах, потому что это основная проблема для Фукуда в этом бою. Да, нужно, наверное, подключать и ноги, и левую руку тоже, потому что обостряет Фукуда в основном джебами. А боится бить ногами. Как только ударит, можно подхватить ногу, тут же перевести. И вот, наверное, поэтому вся опасность Фукуды здесь нейтрализована борьбой Диаса. Но есть ли смысл бояться? Потому что уже 4-й раунд и 3-0 в пользу Диаса. Не получилось, да, не получилось. Сейчас впервые Фукуда достойно встречает предложение побороться. И тут же идет вперед. Как будто поверил в свои силы Фукуда. Прямо с двойным усердием на соперника наступает сейчас японец. Да, как же удивительно все-таки влияет один какой-то конкретный эпизод. Остановил тейкдаун и тут же преисполнился уверенности. Посмотрите, и левая рука тоже начала работать. Остановит этот тейкдаун или нет. Вроде бы неплохо защищался, но Диас просто пересилил соперника. Снова Фукуда в проблемном положении. Снова Ерингаипов его переиграл. В прошлый раз не вышло перевести, но показал он, что это просто была статистическая ошибка. И Диас снова переводит в сайд-контроле сверху. Сейчас работает коленями по ребрам, по корпусу соперника. И плечом левым тоже поддавливает в район шеи. А вот сейчас освободил левую руку и как будто локтем хотел поработать. Да, так и есть. Несколько коротких локтей. А здесь и еще пара-тройка.
Очень нервничает японский угол. А Фукуди пытаются так агрессивно подсказывать. Пытается, смотрите, судя по всему, заготовка подручный треугольник от Диаса. Продел голову под руку соперника, но нет. Не очень удачное положение. Отсюда далековато он. Хороший сайд-контроль. Японец упирается ногами в сетку сейчас. Пытается, наверное, оттолкнуться. А я вот вторым ухом пытаюсь послушать, что же говорят в японском углу. И ему подсказывают, что будь осторожен, потому что может Диас выйти на американу. Ну, такое ощущение, что Ерингаипов совершенно не думает об этом. Он садится в маунт сейчас сверху и начинает сейчас, по идее, забирать концовку с еще большей уверенностью в собственных силах, поскольку позиция шикарная, но нет, не дает ему поработать сейчас отсюда особо Фукуда. Узнать больше можно в соцсетях fivekid.kz. Взревели трибуны в поддержку, естественно, Ерингаипова, который и так пока расправляется без особых проблем со своим японским оппонентом. Фукуда в заключительном раунде, наверное, должен пойти ва-банк, должен рисковать, должен сделать максимум. Но пока у Фукуды не получилось забрать ни один отрезок из 4, которые были до этого. Не похож Фукуда на человека, который понимает, что он отдал уже весь бой. Потому что, казалось бы, с таким счетом Фукуда должен сделать сейчас какое-то безумие. Выпрыгнуть из штанов, попытаться снести соперника любой ценой. Но прагматично подходит японец. Переживает об ударах, пока вот за минуту практически не нанес ни одного удара здесь. Японец. Скорее всего, просто не хочет оказаться на спине, да, потому что излишняя агрессия. Мы видели, как этим пользуется Ерингаипов. Вот сейчас, смотрите, вроде бы перекрылся, ушел в сторону. Но вот стоит сейчас японцу пойти вперед на все деньги, как Ерингаипов наверняка его переведет. Продолжает наступление Фукуда. Накидывает. Редко, но накидывает. Ну вот опять промахнулся. Тут же Диас ныряет под руку соперника под удар. Молниеносно оказывается в любимом, можно сказать, положении Ерингаипов, откуда будет готовить тейкдаун. Приподнял уже практически соперника. И уже сделал это. Есть перевод. Есть перевод от Ерингаипова. Но мы и не сомневались, потому что статистика довольно удручающая по защите от тейкдауна для Фукуды в этом поединке. Один раз я могу вспомнить, когда он хорошо защищался. И вроде бы выставил ногу, успел Фукуда, и защита все равно не получилась. Он оказался на настиле, спиной к сетке. Вот сейчас поднимается. Прекрасно он должен понимать, что времени совсем немного остается. И если сейчас не подняться, то можно уже не подняться никогда. В полном порядке, конечно, борьба Ерингаипова, особенно если сравнивать ее с борьбой Фукуды. По сути, у японца был очень хороший один момент, когда он пытался накинуть треугольник в середине первого раунда. Треугольник, который практически получился, но выбрался Диас, и после этого инициативу не упускал. Да, были моменты, когда он сам ее отдавал, когда давал первым номером японцу поработать, но все это просто статистические погрешности. Посмотрите, что происходит на трибунах. Диас, Диас. Люди скандируют имя Ерингаипова, его поддержку. Половина одного раунда остается. Фукуда вскочил. Колено от Ерингаипова. Пару минут до конца титульного поединка, и понятно, кто уходит отсюда сегодня с поясом. Очень доволен угол японца сейчас, что клинч разорвался, но полетел вперед с левым боковым Фукуда, но в итоге был практически переведен, а вот сейчас, судя по всему, будет переведен окончательно. Заряжался, да, на хорошую подачу. Фукуда промазал, Ерингаипов тут же его наказал за это. И вот опять отрывает от земли, швыряет, усаживает на пятую точку. Отключает ноги Диас. Минута 40 до того, как Ерингаипова объявят чемпионом. Да, совсем не сработали сегодня японские фишечки, которые позволили ему одержать аж 21 профессиональную победу при всего 7 поражениях. Спортсмен из Киото, замечательного японского города, наверное, не показал всего, что мог, но Диас Ерингаипов не дал ему этого показать. Очень грамотное выступление. Кто-то, наверное, скажет, что не слишком зрелищно, но помилуйте, вспомните все броски, которые Диас явил миру в этом противостоянии. Я думаю, чемпион должен быть доволен тем, что поединок абсолютно односторонний, что он нейтрализовал все сильные стороны соперника, связал его по рукам и ногам. Может быть, где-то не хватило более агрессивного граунд-энд-паунда и больших угроз в плане
сабов вероятных. Но в любом случае в сухую. По-другому этот бой не назовешь. Он прошел в сухую. Все раунды без единого опасного момента для Диаса. Ну, разве что в первом раунде чуть-чуть припугнул Фукуда, пытаясь что-то придумать в грэпплинге. Вот сейчас прорывается Фукуда, но нет. Не отдает. Не забирает себе обратно свои ноги, точнее не отдает их Диас ему. Все еще контроль за Ирингейпом. 30 секунд. 30 секунд до исхода, друзья. Колено в корпус от Диаса. 20 секунд. Все уже. Мы практически... через себя Каков Ирингейп. Вот сделал шоу даже в борцовском плане. Пару хороших бросков мы сегодня исполнить можем. И, возможно, будет еще один. Смотрите. Да, хочет поднять, оторвать от земли. Но Фукуда все-таки вернулся на землю. Ну что ж, красивым суплексом закончил этот поединок. Диас Ерингаипов поднимает руки вверх, и он обещал отдать должок астанинской публике. Ladies and gentlemen, result of 5 rounds by decision of judges. 45-50. Winner by unanimous decision. And still, nice up flyweight champion of the world, Dias